Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Оставаться дома до получения результатов анализа. Вступило в силу постановление главного санитарного врача России. Хангаласский улус окутал смог. Откуда взялся густой дым, если на территории района лесные пожары не зафиксированы? Северный омуль, щука, чир и другая рыба собственного копчения. Наш корреспондент узнала секреты приготовления деликатесов. Количество новых случаев коронавирусной инфекции в Якутии продолжает расти. За минувшие сутки выявили 75 человек. В Якутске 37, в Мегино-Кангаласском районе 9, в Мирнинском 7, в Алданском и Вилюйском по 5, в Амгинском 4, Усть-Алданском 3, в Намском и Чурапчинском по 2. В Ленском районе 1 случай. От COVID-19 скончался 1 человек. Лаборатории региона провели почти 4000 исследований. Между тем, вернувшихся из-за рубежа россиян обязали изолироваться до получения результатов теста на коронавирус. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России. Граждане должны сделать тест в течение 3 дней с момента пересечения границы страны. Кроме того, теперь работодатели должны информировать таких работников о необходимости соблюдения режима изоляции до получения результатов теста. Документ вступил в силу сегодня. Жители Хангаласского улуса обеспокоены густым дымом от лесных пожаров. Задымленность отмечается на всей территории района. Наши телезрители, живущие в селах Исид, Титебя и Актемцы, отправили видео, снятые на мобильный телефон, где видно, что дым окутал их населенные пункты. По информации руководителя Хангаласского лесничества Александра Григорьева, дым идет с горного района, где сейчас тушат лесные пожары. На территории Хангаласского улуса действующих лесных пожаров не зафиксировано. Сегодня утром специалистами филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Хангаласском районе были проведены исследования атмосферного воздуха, газоанализатора. По результатам исследования атмосферного воздуха превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ нет. По сравнению с вчерашним днем уровень загрязняющих веществ уменьшается. Для населения Хангаласского района рекомендую не выходить из дома, плотно закрывать двери и окна, ежедневно проводить влажную уборку. Если в случае необходимости выйти на улицу, то обязательно одевать маски, повязки и обильное питье. Более 40 центров цифрового образования «Точка роста», созданных на базе школ Якутии, сегодня получили новое оборудование. Техника поступила в рамках нацпроекта «Образование». На реализацию данного проекта в нашей республике в этом году выделено 40 миллионов рублей. Так, в каждый центр завезли квадрокоптеры, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, компьютеры, смартфоны, ноутбуки и многое другое. Благодаря такой поддержке дети смогут изучать устройство и принцип работы механических моделей различной степени сложности, а также обучаться основам инженерии. В этом году оборудование получит 42 школы. В прошлом году получила 54. В следующем году получит 75 школ, а к 2022 году получит 287 школ. Стоимость оборудования в этом году около 1 миллиона стоит. Цель проекта – вовлечение детей к учебе, повышение интереса к учебе, путем внедрения новых технологий в образовании. В управлении ГИБДД республики сегодня состоялось торжественное вручение ключей от новых автомобилей. Это стало возможным благодаря реализации национальной программы «Безопасные и качественные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения». О новой технике для защиты порядка на дорогах Якутии. Материал Дмитрия Тымырова. Ключи от 20 новых автомашин марки «Шкода Октавия» сегодня получили инспектора дорожного движения. Новая техника оснащена всем необходимым и прекрасно подходит для работы ГИБДД. «Шкода Октавия» оснащена двигателем 1.8, 180 лошадиных сил. Оснащена она у нас турбокомпрессором. Машина современная,
активная очень. Ну, сегодня у нас праздничный день получается. Сегодня вручают автопатрульная машина «Шкода». Чисто для города Якутска, для столичной госавтоинспекции останется 15 автопатрульных автомашин, которые будут уже обеспечивать безопасность на дороге города Якутска. Оставшиеся 5 машин будут переданы в Алданское управление. В прошлом году госавтоинспекция республики получила 62 новых патрульных автомобиля, в этом году 17, и вот сейчас уже еще очередная партия 20. Данные транспортные средства будут распределены в отдельно специализированный батальон МВД по республике Саха-Якутия и в ОГИБДД по Алданскому району. На торжественной церемонии вручения ключей принял участие и министр МВД Якутии Владимир Прокопенко. Он напомнил, что главная задача ГИБДД – снизить смертность на дорогах. Та задача, которая поставлена президентом Российской Федерации, также правительством, мы стараемся ее выполнять. Это снижение смертности в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до 2024 года. Дай бог, всеми принятыми нашими мерами, также при поддержке главы республики, правительства республики, у нас пока на сегодняшний день это получается. На сегодня, если смотреть, то у нас ДТП снижены на 16%, на 1,5% снижена смертность по сравнению с прошлым годом. Также министр отметил, что в работе сотрудников ГАИ важно не наказание водителей, а профилактика нарушений, которые могут повлечь за собой тяжкие последствия. Ну а новые машины приступят к работе уже со следующей недели. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Северный омуль, щука, чир и другая рыба собственного копчения стала популярным лакомством для ленчан. Цех по копчению рыбы «Вилюй» в Ленске радует жителей своей продукции вот уже 5 лет и каждый раз расширяет линию продаж и разнообразит ассортимент. Секрет рецепта копчения северной рыбы узнала Анна Кожевникова. Соленая, вяленая, копченая, северная рыба, чир, омуль, муксун, ряпушка, щука. Многие ленчане не знают, что в Ленске есть рыбный цех, в то время как слава о северных деликатесах из Ленска разлетелась уже далеко за пределы Якутии. Частыми покупателями у индивидуального предпринимателя Александра Инешина стали работники нефтегазовых компаний, которые увозят гостинцы из Ленска своим родственникам и друзьям в Сибирь и Центральную Россию. Именно по совету друзей Александр решил запустить массовое производство рыбы. С пандемией, конечно, связано то, что народу стало меньше. Не работали, можно сказать, полгода. Но объемы где-то, в день килограмм 30 мы производим, не спеша. В месяц где-то килограмм 400-500 можем перерабатывать смело. Пока у нас не такая большая сеть, мы развозим по местным магазинам. У нас «Маяк», «Дед Мороз», 2 пивных магазина «Гудбир» и «Пенная гильдия», по-моему. Да, и «Гурмания» магазин начали работать тоже. В основном привозят рыбу с севера, но и местные рыбаки, бывает, поставляют свой улов. В недавнем времени Александр решил попробовать коптить не только рыбу, но и мясо. Мы недавно так решили попробовать, и вы знаете, получилось у нас. Пользуется спросом. Мы грудинку, свиную, ребрышки. Хозяйки так это заприметили это. Приходят на супчики, на всякие разные рагу. Котлетки делаем мы из омуля, тоже как полуфабрикат у нас, тоже пользуется спросом. Индигирка у нас есть. Ребята молодые пришли, говорят, а почему вы не делаете? То есть сам народ запрос нам подает. Я говорю, пожалуйста. Теперь с работы едут каждый день, заезжают. А самое главное, продукт экологически чистый. Для копчения и соления используется местная щепа из ольхи и кимпиндяйская соль. Таким производством заинтересовалось известное в Ленском районе предприятие «Гурмания». И в нашем магазине всегда свежая продукция, вкусная. Очень хорошо, что они есть. Сейчас мы планируем с ними еще запустить в продажу, получается, копченые ребра будут. Наша продукция коптится у них, мясо, колбаски. Самый пик идет с пятницы по воскресенье. Товары разлетаются очень хорошо. И надеемся, что в дальнейшем будем мы также с ними сотрудничать и радовать покупателей вкусной продукцией. Александр Инешин стремится не только разнообразить линию товаров. В ближайшее время он планирует организовать свою торговую точку. Правда, это очень затратно. Но у людей, которые занимаются любимым делом и развивают местное производство, обязательно должно все получаться. Анна Кожевникова, Денис Семенов, Ленск.
В поселке Нижний Бестях в скором времени откроют сквер имени национального героя народа Саха Василия Манчары. Сейчас ведутся строительные работы памятного объекта в центре поселка. По словам подрядчика, в настоящее время заканчивают укладку тротуарной плитки и бетонной стены, переносят линии связи. Ограждения и скамейки в процессе изготовления. Затем начнут благоустройство территории сквера. Сам памятник Василия Манчары, изготовленный из бронзы, будет стоять в центре на искусственно созданном холме. Автор-скульптор монумента – народный художник Якутии Афанасий Романов. С каждым годом поселок Нижний Бестях все больше развивается. И для нас, жителей Нижнего Бестяха, это очень много значит, потому что это наша родина. Мы здесь живем уже несколько лет, и чем больше процветает поселок Нижний Бестях, тем для нас лучше. Мы этому радуемся, мы этому гордимся. Я считаю, что это правильное решение, потому что в поселке Нижний Бестях совсем негде сходить, потому что тут построили площадку, но она уже становится непригодна, потому что много людей там собирается, и она становится уже загрязненная, не очень она выглядит. Я считаю, что если Нижний Бестях будет развиваться так, то, скорее всего, люди будут приезжать сюда, чтобы увидеть много всего. Райцентр Тампонского района, поселок Хандыга, преображается. С приходом осени строящиеся здания многопрофильной гимназии многоквартирного дома по улице Магаданской украсили живописные муралы. Мария Винокурова оценила современное искусство. Первая монументальная живопись появилась на фасаде новой гимназии. Здесь художники-оформители дизайн-группа «Айтал» отобразили особенности Тампонского района. Верхоянские горы, столб нулевого километра Магаданской трассы, река Алдан, самосвал и баржа с каменным углем, а также, конечно, символы наук. Тампонский район, поселок Хандыга, все равно с промышленностью уже связано. И вот, как вы видели, наверное, в мурале, там все показано. Концепция немножко поменялась, потому что по приезду мы съездили на природу и, увидев всю эту красоту, конечно, все это надо было запечатлеть. Еще один мурал на стене строящегося многоквартирного дома в поселке Хандыга нарисовали самозанятые художники строительной компании «Атлант». Этот эскиз из 9 представленных макетов выбрали жители района путем онлайн-голосования. Художники Константин Колесов, Степан Данилов и Самсон Атасыков буквально за 3 дня справились с работой. Красота здешних мест покоряет всех, кто хоть раз побывал в Тампонском районе. А теперь она запечатлена на фасадах зданий. Сами жители с большим одобрением относятся к такому современному преображению поселка. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.